Какую церковь построил московский купец? Как помогает Ксения Петербургская и где засияли новые купола? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Не так уж и давно, в начале 90-х годов прошлого века, открытых монастырей в нашей стране было совсем мало. И люди верующие знали их практически наперечет. Сейчас, спустя четверть века с начала церковного возрождения, число монашеских обителей в Русской Православной Церкви стало намного больше. И одна из таких обителей – Марфа-Мариинский женский монастырь, который находится вдоль трассы Уфа-Оренбург в селе Ира. Все проезжающие мимо могут лицезреть возвышающийся храм с позолоченными куполами и слышать колокольный звон, зовущий на службу. Этот монастырский храм имеет интересную историю. Первая церковь в селе в честь Покрова Богородицы была построена в 1880 году. Через 7 лет она была уничтожена пожаром. Сгорел храм, сгорело, народу много было, да, село большое было. И тут приезжал один фабрикант московский, ездил на умозалечение сюда, в эти края. И жители села обратились к нему с просьбой помочь построить им храм. Сусоколов он был, его звали, фамилия Сусоколов. Они с женой помогли этот храм строить. Это его жена поехала в Троице-Сергиеву Лавру, там был как раз священный синод, и получили разрешение построить храм. Приемышев архитектор был. Этого всего храма в России, здесь и около Подмосковья где-то такой же архитектуры. В 1913 году архитектор Николай Приемышев разработал проект церкви, а затем в течение 2 лет мастеровые из Владимирской губернии возвели в селе двухпрестольный храм. В начале 1916 года храм был освящен. Большой предел в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а малый во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 17-й год недалеко уже, через год революция. Последняя служба здесь была на Пасху 1927 года. Это, как очевидцы вспоминали, даже которые еще были школьниками. Это последняя Пасха была, мы ходили на этот праздник, исповедовались, причащались все. И тут же скорее в конце месяца того же, апреля или мая, не знаю, уже все тут все повыкидывали, книжки сжигали, иконы сжигали, какие были в храме. Облачения священников все разрезаны, ленты все сжигали. И конечно, пытались его разрушить. Когда строили храм, жители села собирали яйца сырые, да, и раствор делали на белках яичных, да. Даже вот до сих пор его пытались сломать, но они не сломали. До 1994 года храм стоял полуразрушенным и униженным. Неизмеримо великая заслуга в его восстановлении принадлежит отцу Виталию Чернышову, ныне архимандриту Николаю, настоятелю Покрово-Янатского мужского монастыря. С неиссякаемой энергией взялся он за возрождение Покровской церкви села Ира. Сначала восстановили малый предел, а в 2001 году полностью закончили восстановление храма.
Одновременно с восстановлением церкви велось строительство 2 жилых домов. В одном из них вместе с жилыми кельями были обустроены трапезная, просфорная, крестильная, библиотека, классы детской воскресной школы. Во втором строении разместились кельи и швейная мастерская. При храме была создана Марфа-Мариинская обитель милосердия. Принимали в нее всех нуждающихся в крови, бездомных, никому не нужных престарелых людей, матерей-одиночек с детьми, трудновоспитуемых подростков, освобожденных из заключения лиц. Завели хозяйство – коров и кур. В 2006 году на заседании Священного Синода по ходатайству архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона было принято решение преобразовать Софийский приход и существующую при нем обитель милосердия в селе Ира в Марфа-Мариинский женский монастырь. Мы входим в этот храм, который называется Свято-Софийский. А второй предел – вера, надежда, любовь Матери Софии, малый предел. Это Свято-Софийское. Пойдемте в храм, надо к иконе приложиться, да? Вот этот храм был очень сильно разрушен. Просто трещина была вот в этом углу. И когда отец Виталий стал искать, кто восстановить может, да, и никто не брался за это. И был один башкир, он, может, и помните имя, не знаю, не записано нигде. И он взялся стянуть вот эти вот трубы, это все стянутые, вот трубы стоят, да. Говорит, он встал, говорит, посреди храма от архитектора. Так трещали стены, отец Николай вышел, потому что ведь не за себя боялся. Думал, хоть не дай Бог, на глазах у меня храм совсем разрушится. А этот стоит, даже не уходит, никуда не отходит. Так вот восстановили. Не так уж долго восстанавливали. В 2001 году была первая служба. Сначала восстанавливали предел веры, надежды, любви Матери Софии, а потом уже здесь, за этот храм взялись. Вот эта икона. Жен мироносец. Это они мира несут гроб Господню, да? Мария Магдалина, Мария Иосифова и Соломия. Эта икона была вообще такая серенькая, прям почти не видно ничего было, да? И когда мы стали молиться, тоже не поняли сначала, что за икона. Когда стали молиться, читали акафисты, она прямо на глазах стала обновляться. Сначала румянец на щеках появился, потом глазки, даже еще на некоторых есть поволока. Одежды не видно было никакой практически. Вот все такой серый цвет был, вот такой серенький. Вот прямо такого цвета было. Там видно было очертания. Но икона очень почитаемая, конечно. Но самая почитаемая икона у нас Ксении Петербургской. Такие чудеса от нее до сих пор происходят, да. Одна женщина послала мне, тогда еще по почте 5000 написала: «Матушка, купите икону Ксении Петербургской для монастыря», потому что у нее дочь болела. Из Дишимбая она послала, да. И тут Украина возит иконы, привозит. Я говорю, приехали, как-то у вас есть икона Ксении Петербургской? Есть. Ну-ка, принесите, а служба шла. Он мне принес. А она почти на всех иконах не так изображена, да. Она как в профиле смотрит, как наша это Варвара Скворчихинская, очень изображение похоже. А это вот такая. А потом мне как-то привозили, показали фотографию Ксении Петербургской, которая была найдена в бумагах, в документах Иоанна Кронштадтского. Очень похоже, видимо, с той фотографии писали такую икону. Очень многие исцеляются, очень многие находят работу, удачно замуж выходят. Вон сколько пожертвовали, это благодарность Ксении Петербургской. Приехали специалисты по этим куполам, по крестам. Говорят, немножко давай поменяем хоть центральный купол. Я говорю, нет, мне денег нету. Ну вот сейчас январь, 20 января это было сразу после крещения. А к концу августа вы рассчитайтесь. Ну, думаю, ладно, паломники поедут.
Или там паломники, там поможет. Он домой поехал, договор заключили, пришла, встала на коленочки перед иконой. Матушка, помоги. Вот если не разговариваешь, как с человеком, и вижу выражение лица, даже читаешь Акафист, вид угодно Богу или не угодно, что он просит. Вы не представляете, за 3,5 месяца 5 куполов, 5 крестов, все это восстановили, откуда деньги. Вот деньги идут, вот, вообще денег всегда мало было. Идут, заглянув в сейф, опять деньги есть. Не то, что они там лежат, я их сюда кладу, но мне же их приносят. То в кружку положат, то прям в руки дадут. Это какое-то чудо было. То мужчина какой-то браслетик подарил. Вот такая черная полоса длинная в жизни была. Хотел с собой покончить. Сказали про икону, пришел. Матушка, может быть, браслет сниму, только у меня больше ничего нет. Вот висит браслет в центре прямо. Еще очень много рассказывает, да. Для мальчишку дома молились, 12-летнего. Операции должны были делать. Опухоль. Мальчишка лежит, его уже усыпили, поставили ему этот укол. Врач ручки помыл, перчатки одел, подходит, а шишки нет. Не может такого быть. Собрали консилиум, стали смотреть, посмотрели все старостники, везде шишка. А мальчишка пришел в себя, уже проснулся, и звонит: папа, приезжай за мной. Он говорит, что опять операцию отложили. Папа, там ничего нет у меня. Мальчишка приезжал, наверное. Водители приезжали сколько раз, но и просили помолиться. Листочек такой желтенький привезли. Помолитесь об Антоне. Сейчас мальчишка в институт закончил. Такой красивый мальчишка. Мама поверила, стала возить группы паломнические. Бабушка тоже присоединилась. В общем, они стали верующей семьей. И вообще все, что навешано, не просто так, только потому, что люди благодарят. А сколько было исцелений, сколько чудес от этой иконы. Со временем в монастыре построили еще один храм преподобного Серафима Саровского. Стоит посмотреть, с какой любовью и с каким тщанием он отделывался, возводился. Там внутри все настолько уютно. И хотя он очень молодой, вот эта вот молитвенная атмосфера, она чувствуется. Потому что здесь все в момент отделки этого храма, в момент его благоустройства, все дышало любовью. Каждый штрих, каждая деталька там она продумывалась и намаливалась. Что здесь самое интересное, вот сейчас я вам покажу. Распятие деревянное, да? Вот человек вырезал, когда его, да? Сколько дней вырезал, он все время постился. Такие лица, мне кажется, что это просто единственное, где-то показана скорбь матери. И что интересно, через сколько-то лет он приехал и говорит, как будто покрасили, подкрасили. Вот кровь была написана, нарисована, вот до суда, да, вот так. Здесь тоже. И все оно потекло почему-то. Вот это же кровь. Это такое необычное. И он еще увидел, что на правой руке тоже у гвоздя тоже потекла кровь. Это необычное все. Это распятие мы все очень любим, почитаем. Прям самое почитаемое распятие у нас. Вот эта икона с Афона. Это нам подарили. Один человек к нам приезжал постоянно, да. И вот он с Афона привез вот эту икону игумене горы Афон, Божьей Матери. На той стороне фломастером написано вот это благословение. Мы написали, чтобы не снимать, не поворачивать. Марфа Маринской обители села Ира от братьев Свято-Пантелеймоновского монастыря, Святая гора Афон. 5 лет, наверное, назад я была в паломнической поездке по Греции. И мы во многих местах там были, в том числе и где мощь Иоанна Русского, нашего праведного. Вот этот батюшка Андрей, который с нами ездил, он заказал себе икону такую. А потом подумал, еще 2 иконы заказал.
Все это в подарок в тайне держался. Потом привезли ее сюда, и он мне рассказывает. Матушка, тут частичка Иоанна Русского есть, когда говорит, я, говорит, приехал же, икону написали, я, говорит, прошу настоятеля, мне вот частичку. А он говорит, от него частичку нельзя брать, не разрешают. А сам, говорит, отошел, и вот стоит около раки Иоанна Русского нашего. Долго, говорит, стоял. Потом подходит и говорит мне, что у него глаза большие. Иоанн Русский сказал, дать вам частичку. От владыки Николая привезли нам этот мощевик. Я корпус купила только, а так все остальное. Очень нравятся эти вот гнездышки вот эти. И очень хорошо написано. Тут сети Иоанна Златоустова есть Иоанна Предтечи, Трифона. Мы здесь в этом храме читаем утренние и вечерние молитвы монашеские. Это где-то по часу, если не больше, крестный ход вечером. Каждый день обязательно, в любую погоду. Вокруг монастыря обходим с крестом, с фонарем. Охраняем нашу обитель крестным ходом. Паломников много приезжает, в основном из Оренбурга, Мелеуз, Кумерта. Вообще приезжают из Салавата, из Уфы бывает. Много бывает, да. И не все с нами с удовольствием читают и псалтирь, и с удовольствием ходят крестный ход и молятся с нами все. Ноши, Господи, молитву мою, и вонми глаз умоления моего, в день скорби моей возвах Тебе, яко услышал меня сии. На первом месте в обители, конечно же, молитва. С начала основания монастыря читается неусыпаемая псалтирь. Это исключительно монашеская молитва, читается всеми монахинями по особому графику. Такое непрерывное славословие Господу может совершаться только в святых обителях. И пойду во истине Твоей, да веселятся, да возвестятся. Молитва – это важный элемент монастырской жизни. И здесь с молитвой все поставлено очень хорошо. В том плане, кто желает спастись и стяжать эту добродетель молитвы, а для монаха это обязательно, потому что монах очень сильно отличается. Он вообще это человек другого племени. Человек другого менталитета, другого склада. Они же молятся за весь мир. Монахи, они отмаливают. Они вот молятся за наших родственников, бедных, пьющих, у кого там что-то не получается в жизни. Отмаливают детей, которых не могут, парам, которые не могут. Ну, вот, они вот как-то к Богу пробиваются, простукиваются своей молитвой. Еще апостол Павел в послании к Коринфянам сравнивал церковь и нас, членов церкви, с телом. И вот кто-то рука, и нас всех с каким-то определенным членом тела. Кто-то рука, кто-то ухо, кто-то глаз. Так вот, монашество – это монах, это сердце тела церковного. Конечно, у нас большая территория, очень много огородов, земли много. У нас коровы есть, свое хозяйство, куры. Все у нас свое, масло, творог, сметана. Даже сыр варим. Мы сами все сажаем, все солим. Ну, в общем, это очень тяжелый труд. У нас здесь нас немного. 8 монахинь, 3 инокини, 1 послушница. Глядя на цветники монастыря, вспоминаются слова Иоанна Кронштадтского «Цветы – остатки рая на земле». Монахини называют настоятельницу матушка. Вот она действительно дежурная мать такая, любящая, настоящая мать, которая относится с сердечным участием, теплотою к каждой сестре. Она с каждой из сестер, у нее каждый индивидуальный подход. Вот. Она нисколько здесь не воспринимается как начальником духовной канцелярии какой-то, да, а именно любящая мать. Это очень редкое отношение такое, теплое, человечное. И вдобавок ко всему мне понравилось, что матушка так умудренно очень на все житейские и по-христиански, соответственно, смотрит на все житейские неурядицы и все проблемы воспринимает как истинная христианка. По принципу «Бог дал, Бог взял». Помолимся, Господь все решит, возложим все упование на Бога, давай вместе с тобой сделаем поклончики, давай вместе акафист прочитаем. Замечательный такой подход. Любящий, вдумчивый и нетребовательный. То есть она здесь не владычица, не повелительница никакая, а именно любящая мать. Вообще очень люблю монастырь, люблю храм. Люблю. Но
нас здесь место благодатное. У нас жила одно время матушка Рафаила из Уфы. Еще монастыря, по-моему, не было или уже был. Отец Николай Чернышов привез ее погостить. Она была совершенно слепая. Астахова Нина Михайловна, уже в посаде, да. Вот. Ее привели, поставили против храма, лицом повернули на восток. Храм она стояла, перекрестилась и говорит, здесь такая благодать, отсюда уходить нельзя. Приехала на 2 недели, жила 3,5 года. В воскресные дни много народу бывает, праздники, полный храм, большие праздники, Пасха, там, Крещение, Рождество. Может, потому что здесь благодать, это любят люди, монастырь наш. Я уже говорю, еще раз повторюсь, из Оренбурга очень много приезжает. Там 2-3 дня поживут, поночуют, с нами помолятся, крестный сход сходит, псалтирь почитают, нам помощь. Им какая радость. Им даже не поговорю. Вот бывает, что как не получилось у меня поговорить. Машка, хоть не поговорили, не смогли бы, да. Но с такой теплотой душевной уезжаем, как будто вот ничего и не было. Такое место благодатное. Господь дает благодать. Даже наши заслуги тут нет. Мы по-своему стараемся, а вообще благодать дает Бог. Братья наши, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. еще молимся Богу, хранимой стране нашей российской власти, воинстве православных людях, ея тихое и безмолвное. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о великом. Двери нашей обители открыты для всех паломников, приезжающих. Многих матушка с любовью оставляет. Многие получают здесь помощь. Многие души, продрогшие, замерзшие вот здесь, в этой мирской пустыне, они здесь отогреваются, потом нас благодарят. Монастырь является местом паломничества. Здесь готовы принять с ночевкой до 30 человек одновременно. Матушки с любовью принимают всех, кто хочет какое-то время пожить в обители, помолиться вместе с ними и потрудиться во славу Божью. Сегодня православный народ отмечает День Святой Троицы, один из главных христианских праздников. Отмечается он в день ветхозаветного праздника Пятидесятницы, который приходился на 50-й день после Пасхи. В 10-й день по вознесении Господа Иисуса Христа, в день иудейского праздника первой жатвы, когда ученики и с ними Дева Мария находились в Сионской горнице, в воздухе появились яркие трепещущие языки пламени. Носясь над головами апостолов, языки огня опустились на них и опочили. Тут же вместе с внешним явлением произошло и внутреннее, совершившееся в душах. И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый благодатный дар. Они заговорили на языках, которых не знали прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди Евангелия по всему миру. В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется еще Днем Сошествия Святого Духа, а также Днем Святой Троицы. В День Святой Троицы Церковь отмечает свой день рождения. Во всех православных храмах в этот день проходят праздничные богослужения.